Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в очередной раз хочу показать вам следующую модель кокетки для таджикских национальных платьев. Итак, начнем. Для этого, как всегда, нам нужно отметить ширину переда. Ширина переда у нас 32 сантиметра, значит берем 16. Ставим точку на 16. Сделаю такую вспомогательную линию. Так, горловину мы будем строить также по формуле. Под горловины делим на 3 и прибавляем на 0,5 сантиметров. 20 сантиметров делим на 3, это 6,3 или как-то будет. Давайте возьмем 7 для округления, так как у нас еще есть в запасе 0,5 сантиметров. Так, ставим на 7 четочку. Ширина плечо у нас 9 сантиметров. Вот так наискосок, отсюда отступая 1,5 сантиметра, чертим наше плечо. Теперь для вспомогательных линий нам нужно начертить вот такие вот квадратики, то есть сетку, как обычно. Ширина нашей кокеточки, самой кокетки, давайте, допустим, будет 4 сантиметра. Как всегда. Тоже чертим вспомогательную линию. Вниз на 4 сантиметра. Так. Следующее. Берем длину проймы. В общем, у нас длина проймы, сделаем так, сантиметров 12. Ставим точку на 12. И от этой линии чертим следующую вспомогательную линию. Начертили. Так, значит, углубление у нас начнется с первой линии отсюда, а вторая отсюда. Для того, чтобы нам определить нижнюю кокетку, нам сначала нужно нарисовать верхнюю. Визуально вот это делим на 2. Приблизительно вот так. И тут также. И от этой серединки нам нужно сделать закругление. На второй тоже. Только второй, как вы видите, немножечко идет закругление ниже. Теперь берем от этой точки и вот так вот ставим лекало и вырисовываем дальнейшую линию. Я немножечко переверну, чтобы мне тоже было удобно. Вот так. Только вот здесь нужно немножечко округлить. Вот. И также то же самое. Можно сделать также по 4 сантиметров начертить, например, смотрите. Берем 4 сантиметра. Ставим точку. Идем также параллельно по 4 сантиметра. Чтобы линия была одинаковой. Если у кого нет лекала, можно такой дугообразной формой это все начертить. Это очень даже легко. Так вот. Я вам даже сейчас ее выведу, чтобы было виднее.
Так как у нас наискосок осталось 3 сантиметра, теперь оставшуюся нам часть 3 сантиметра просто чертим прямую линию. Так как кокетка у нас длится только до сюда, мы вспомогательно делаем вот такую вот линию. Визуально это мы делим на 2, ну, примерно вот так. И начинаем рисовать линию прямую, отходя от нее 1 сантиметр, как я ранее тоже говорила в предыдущем ролике. И соединяем вот эти вот линии отсюда до сюда. Вот так вот примерно. Такая вот линия у нас выходит. Смотрите, я сейчас это вырежу на двойную бумагу и раскрою вам, чтобы было понятнее, как она будет выглядеть. Вырезаем отдельные фигурки, то есть вот эту часть. Это отдельные детальки. Так как это национальное платье, оно немножечко должно крыться в горловине по шее, потому что оно не должно быть прям прилегать к горловине. Здесь нет учетов насчет припусков. Здесь нету припусков на швы. То есть, когда вы будете вырезать из ткани материала, то про припуски не стоит забывать, так как это выкройка. Что-то я все путаюсь. Смотрите, я сейчас это подставлю, все нарисую и вам покажу. Вот, смотрите, это готовая уже выкройка кокетки. Но почему я здесь вот это нарисовала? Потому что это нужно еще разрезать, потому что это отдельные части, которые потом пришиваются, чтобы кокетка вот эта передняя наша выделялась. Сейчас даже разрежу, покажу вам. Те, кто знает о кокетках национальных таджикских, уже имеют себе представление о том, какие линии именно куда вшиваются. Почему я всегда черчу на бумаге? Потому что как можно даже ошибиться, да, и взять бумагу и начертить заново уже по-другому. Это уже отдельные детальки. А если сразу на ткани это все выкраивать, то, конечно же, можно запутаться и испортить ткань. Вот это отдельная получается у нас деталь. И вот эти две отдельные детальки. Их нужно выкроить по 2 штучки, по 2 детальки, чтобы в сзади тоже они были одинаковые. Можно подкладочную ткань выбрать, но в основном, если из поплина шить национальные таджикские платья, то я всегда беру тот же поплин.
то есть ту же ткань, и выкраиваю по 2 детали. Надеюсь, было понятно. Но если хотите, могу еще и спинку выкроить. Но спинку, как выкраивать, я на том ролике показывала. Поэтому ссылку оставлю под этим роликом. Спасибо за внимание. Надеюсь, было полезно. Оставайтесь со мной. Ну, в следующих роликах, надеюсь, я буду показывать еще больше, еще круче о том, как выкраивать не только кокетки, тюбетейки, платья, штанины и все такое. Пока-пока.